Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. В канун праздника Победы мы начинаем свой выпуск с наиболее значимых событий дня. Великая Отечественная война затронула судьбы миллионов людей, отозвалась горечью потерь и расставаний, показала всю бесчеловечность фашизма и в то же время представила миру примеры безграничной преданности Родине, беспрецедентного героизма и отваги. С каждым годом все меньше остается очевидцев той эпохи. Редеют ряды ветеранов в праздничных колоннах, но их воинская доблесть, бесстрашие и мужество, проявленные в боях, всегда будут удивлять и восхищать будущие поколения. Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне 27 миллионов человек. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах. Более 17 тысяч из них не вернулись домой. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза. В преддверии Дня Победы по всей Абхазии проходили мероприятия, посвященные празднику. В городах и селах чествовали ветеранов, поздравляли с наступающим Днем Победы, дарили цветы. В Сухуме в образовательном центре без насилия имени Зураба Ачба коллектив организации встречал ветеранов Великой Отечественной. Председателя Республиканского союза ветеранов войны и труда Алексея Шония, героя Чехословакии Илью Ачба и ветерана Великой Отечественной войны Ивана Пилья. Отголоски Великой Отечественной войны, самой ожесточенной в истории человечества, эхом отзываются в днях сегодняшних. В селе Дурипш Гудаутского района семьи 5 солдат узнали о местах захоронения своих близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Родные бойцов Красной Армии, считавшихся без вести пропавшими, Константина Лакирбая, Григория Таркила, Декрана Агарба, Михаила Беня, Декрана Гицба, теперь получили сведения о подлинной судьбе этих людей. Родственникам предоставили восстановленные копии документов фашистской Германии и архивные справки на каждого солдата о нахождении их в плену в немецких концлагерях. Адреса захоронений удалось восстановить в рамках проекта «Возвращение имени». Останки солдат покоятся в Германии, Румынии, Чехии, Украине. По некоторым данным, без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов считаются 8 тысяч человек из Абхазии. На фасаде Сухумской городской больницы появилась мемориальная доска. Открытие памятного знака прошло в торжественной обстановке в присутствии посла России в Абхазии Семена Григорьева, депутатов парламента Алхаса Джинджоля и Лаши Ашуба, министра культуры республики Эльвира Арсалия и главы Абхазской православной церкви отца Виссариона. В годы Великой Отечественной войны в здании горбольницы размещался тыловой госпиталь, в котором проходили лечение раненые бойцы Красной Армии. В своем выступлении главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба напомнил, что войну выиграли бойцы, более 70% которых составляли те, кто вернулся в строй после ранений. Это около 17 миллионов человек. Городская больница в Сухуме внесла свой существенный вклад в дело победы. В селе Алахадзы Гагарского района открылся фестиваль армянской песни. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. С подробностями Нис Варшба. Фестиваль армянской песни в Абхазии проходит в 22-й раз. Этот праздник музыки и танца уже завоевал право называться традиционным. На этот раз торжество прошло на стадионе села Алахадзы под лозунгом «Дружба народов, мы едины». Сегодня самый главный музыкальный праздник в армянской общине Абхазии. Желаю всем, кто сегодня пришел на этот прекрасный стадион, счастья, удачи, чтобы вместе, своим трудом, своим умом, своим старанием создали то, что нужно нашему государству. Я часто повторяю, в любой стране чуда не бывает. Чудо творят люди своим трудом. И поэтому я желаю каждому и всем жителям нашей страны здоровья, счастья, единения. Фестиваль всегда собирает множество талантливых коллективов и певцов. На их творчество, умения съезжаются посмотреть сотни людей. Ежегодно в карнавале песни и танцы участвуют армянские творческие коллективы со всех районов республики. Сегодня гостем фестиваля стал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Впервые в 1996 году этот праздник был проведен на этом месте. То время было трудным.
И несмотря на все эти трудности, праздник, заложенный в тот год, стал традиционным для нашего народа. И хотелось бы, чтобы этот праздник имел бы продолжение на долгие годы. Я верю в то, что лозунг данного мероприятия «Мы едины» останется лозунгом, который позволит нам и дальше продолжать строить абхазское государство. Государство, которое было заложено, современное абхазское государство, Владиславом Григорьевичем Ардзенбо. Гостям приготовили насыщенную программу с любимыми песнями и танцами. Национальные мотивы вперемешку с современным эстрадным исполнением вызвали бурные овации гостей фестиваля. Главная цель мероприятия – всецело раскрыть потенциал одаренной молодежи и познакомить общественность с культурой армянского народа. Организаторами фестиваля является армянская община Абхазии. Генеральным спонсором выступил благотворительный фонд «Амшен». Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. Первенство Гудаузского района по конному спорту стартовало в селе Дурибш. В турнире приняли участие 7 команд из разных сел района. Около сотни спортсменов на чистокровных лошадях боролись за лидерство в скачках на различные дистанции, а также в национальных играх метание дротиков, джигитовки и рубки. В первый день турнира прошли в основном предварительные игры. Чемпионы и призеры определятся 9 мая. Это все основные события дня сегодняшнего. О наиболее ярких событиях прошедшей недели напомнит Елена Лолуа. 2 мая в пресс-центре АГТРК заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Таня и глава администрации Сухума Адгур Харазия рассказали об итогах поездки в Италию, где был подписан протокол о намерениях с одним из итальянских городов. Подписание состоялось в рамках инаугурации представительства Торгово-промышленной палаты Абхазии в Италии и презентации инвестиционного потенциала Абхазии. На посту Приморска открылся Центр обработки данных с видеофиксаторов, установленных на центральной трассе Абхазии. На сегодняшний день таких видеокамер пока только 4, но, по словам сотрудников ГАИ, в скором времени видеонаблюдение появится по всей трассе. Система автоматически отправляет данные о нарушителях на все посты ГАИ республики. Перед каждой видеокамерой установлены предупреждающие знаки. Первую весеннюю пахоту и перспективы развития сельского хозяйства обсудили в кабинете министров. По словам премьер-министра республики Беслана Барцыц, на данный момент уже вспахано более 1000 гектаров земли. В этом году на развитие сельского хозяйства государство выделило более 36 миллионов рублей. Первая весенняя пахота проводится за счет бюджетных средств. По всей республике будет вспахано 3150 гектаров земли. Сборная ветеранов футбола Абхазии одержала победу со счетом 5-4 в товарищеской встрече с ветеранами бывшего футбольного сочинского клуба «Жемчужина». Матч прошел на одном из футбольных полей Олимпийской деревни в Сочи и был приурочен к финалу Кубка России по футболу. Сбербанк Абхазии выплатил задолженность перед пенсионерами. По словам председателя банка Тимура Бганба, задержка выдачи пенсий была связана с технической стороной банковской системы. Бганба также заверил, что каждый держатель банковской карты сможет оформить микрокредит в размере 3 или 6 окладов, как зарплаты, так и пенсии. 6 мая в Сухуми прошла генеральная репетиция парада, в которой приняли участие около 300 человек. В этом году на параде Победы в столице боевая техника представлена не будет, но организаторы обещают интересную праздничную программу. Завершит парад бессмертный полк, в котором по предварительным подсчетам будет участвовать более 1000 человек. Сотрудники СГБ Абхазии задержали Роланда Жиба. Он подозревается в убийстве жителя Сухума Беслана Квициня. В результате полученной сотрудниками СГБ информации установлено, что задержанный Роланд Жиба намеревался покинуть территорию Республики Абхазия. В интересах следствия дальнейшие подробности не разглашаются.
Президент Абхазии Рауль Хаджимов вручил ордена Ахзапша 3-й степени ветеранам Великой Отечественной войны Алексею Шоне, Илье Аджиба и Лаврентию Берадзе за многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность. Традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии прошла в посольстве Российской Федерации. В канун очередной годовщины Дня Победы ветераны вспоминали своих фронтовых друзей и поздравляли друг друга с Днем Великой Победы. Военнослужащие 7-й российской военной базы в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Сухумского района с наступающим праздником Великой Победы. В Сухумском районе проживают 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Российские военнослужащие намерены в преддверии праздника Великой Победы поздравить их всех. 6 мая православные Абхазии отметили День Святого Георгия Победоносца. С древних времен его чтили как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. В честь Святого Георгия возводили монастыри, храмы и слагали легенды. Сочетание христианской святости и воинской доблести сделало Георгия образцом средневекового воина-рыцаря, защитника и освободителя. В нашей стране имя святого носят 3 храма – в Сухуме, Мерхиоле и Илоре. В честь Дня Святого Георгия Победоносца в храмах прошли праздничные богослужения. С 1 мая вступил в силу временный порядок перевоза через таможенную границу товаров, не предназначенных для коммерческих целей. Постановление об этом утвердил Кабинет министров республики 30 марта этого года. Согласно документу, теперь беспошлинный ввоз товаров в республику частными лицами будет ограничен рядом условий. Кто, за что и сколько будет платить при перевозке, разбиралась Елена Лолуа. Отныне все коммерческие партии товаров, то есть предназначенные для дальнейшей перепродажи, подлежат обязательной декларации. Под беспошлинный режим подпадают товары, ввозимые для личного пользования. Коммерческая эта партия или личный товар решает сотрудник таможни, исходя из некоторых признаков. Так, товар обычно не используется в быту или товар одного наименования и размера ввозится больше, чем требуется одной семье. Еще один характерный признак, который может вызвать подозрение у таможни, это когда однородный товар периодически перевозится одним и тем же лицом, даже в небольших количествах. Я везу для личных целей. Таможенное оформление товаров производится на границе, в специальном секторе, в так называемом красном коридоре. Работают здесь ребята уже не первый год, и все знают, кто занимается коммерческой деятельностью, а кто возит товары для личного пользования. Да и по характеру груза это все прекрасно видно. Так, к примеру, если человек везет большую машину, так называемую фуру, забитую мебелью одинакового характера, то сразу можно предположить, что эти товары везутся для личного пользования. Или что вы здесь оформляете, какой груз? Товар на ремонт, стройматериалы для своего дома, для личного дома, обшивать стены. Скажите, вы какое-то оформление уже прошли? Вот проходим, оформляем, сколько чего везем, куда везем. Раньше что-то перевозили? Нет, конечно, мы вот отремонтировали квартиру и везем мебель. Можем же повезти себе. Определены ограничения на количество ввозимых личных вещей. Без декларирования можно везти товары, общая стоимость которых не превышает 150 тысяч рублей, а вес 50 килограммов. В этом случае важно иметь при себе чеки об оплате. Без обязательного декларирования можно везти, к примеру, 200 сигарет, 3 литра алкоголя, а также 1 комплект мебели раз в полгода. Это в расчете на одного человека. Владельцы гостиниц, которые провозят мебель для обустройства своих туробъектов, под упрощенный режим не подпадут. Если вы везете 8 душевых кабин, то доказать, что они для личного пользования, очень сложно. Вот в такие моменты люди нам пытаются доказать, что это домой везем, хотим, каждый из членов нашей семьи хочет в отдельной душевой кабине помыться. Естественно, сотрудник таможенного органа не может этому поверить и отправляет оформлять это все в общем порядке. Естественно, с уплатой таможенных платежей, что вызывает нарекания со стороны перевозчиков. Если сотрудники таможни обнаружат лишние килограммы и признают груз коммерческой партии, то гражданин должен будет заплатить таможенную пошлину не как физическое лицо, а как участник внешнеэкономической деятельности. Таможенная ставка для физических лиц зависит от того, что конкретно и в каком количестве вы везете.
Если сумма более 150 тысяч, то взимается платеж в размере 15% от таможенной стоимости. Либо 100 рублей за килограмм в силе превышения этих стоимостных либо количественных ограничений. Для собственных нужд граждане ввозят в основном товары первой необходимости, говорят сотрудники таможни. В списке товаров, не относящихся к категории для личного пользования, различное производственное оборудование, медицинский инвентарь, металлодетекторы. Нам добавится, я думаю, работа, потому что весной обычно товарооборот в Абхазии не так уж много. Но сейчас уже с приближением сезона, курортного сезона, у нас в Абхазии импорт будет гораздо больше, чем весной. Поэтому мы готовы, таможенный пост ПСОЛ, мы готовы оформлять и принимать. В постановлении указаны товары, запрещенные к ввозу и вывозу, или для перемещения которых требуются специальные разрешительные документы. Например, это оружие, психотропные средства, культурные ценности. Список большой. Ваши все личные вещи на отдых нам? Да. Зарегистрируйте автотранспорт и счастливого пути. Новый порядок перемещения через таможенную границу действует с 1 мая. Насколько увеличатся таможенные поступления и как постановление будет применяться на практике, время покажет. Елена Лолуа, Белла Кварчия, Астамур Гожба для событий недели. С какой целью введено ограничение на беспошлинный провоз товаров через границу и как это затрагивает интересы граждан Абхазии? Мы обсудим с нашим гостем, заместителем председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициния. Здравствуйте, Ушанги Мирабович. Здравствуйте, Белла. В документе говорится, что таможенная пошлина не коснется товаров личного пользования. А как будут определять, какого характера этот товар? В соответствии с утвержденным временным порядком перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия определяются стоимостные, количественные, весовые нормы перемещения того или иного товара. В нем предусмотрен перечень товаров, которые могут ввозиться без уплаты таможенных платежей. Если с разбивкой, то, допустим, мебель может перевозиться в одном экземпляре, в одном комплекте, то есть это спальня отдельно кухня, отдельно ванная и иные комнаты в одном количестве, они могут перевозиться без уплаты таможенных платежей. Как понять, для чего человек его перевозит? Для себя, для других целей? Это в соответствии с общепринятой мировой практикой определяется должностным лицом таможенного органа, исходя из частоты перемещения данного физического лица, характера груза непосредственно, количественных его характеристик и практики применения в быту. Мы когда ездили на границу, там мы видели, что люди приходили, и первым делом они шли, заполняли там таможенную декларацию, да? То есть они там говорят о том, что... В первую очередь, лицо, перевозящее товары, заполняет заявление, в котором указывает товары, которые оно перемещает через таможенную границу Республики Абхазия. Дальше должностное лицо таможенного органа проверяет написанное с тем, что содержится непосредственно в транспортном средстве. Если это не превышает количественных никаких норм, то гражданин без уплаты таможенных платежей оформляет уже декларацию ТД-6, установленной формы ТД-6, товары для личного пользования, в котором указывает дату перемещения, фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Должностное лицо проставляет отметку о прохождении границы, и лицо спокойно может. Скажите, а если человек написал в этих своих документах, что он перевозит для личного пользования, а у таможенника возникают сомнения? Такие ситуации, безусловно, возникают, спорные моменты. В данном случае уже должностное лицо таможенного органа принимает решение, исходя непосредственно от характера груза. Мы с вами были как раз на границе, видели перемещение тех же пластиковых окон на машине в большом количестве, приличном количестве. И причем расположение тех самых окон говорило о том, что они не двустворчатые, которые применяются в квартирных, в домах, в квартирах, а именно окна, предназначенные для торговых объектов. Но он справедливо сказал, что это для своих личных целей. Да, на границе он заявил для личного пользования, но на мой взгляд, он не намеревался обмануть тем самым. Просто у нас многие граждане путают
понятие личная цель коммерческая, когда слышит коммерческая, сразу подразумевает, что это для дальнейшей перепродажи. Тогда как он не перепродает, безусловно, он строит свой торговый объект, магазин, там, будь то магазин, будь то гостиница, мини-гостиница. Эта стройка тоже подразумевает, что при построении, при окончательном вводе в эксплуатацию данного здания он будет, носит коммерческий характер. То есть это не в квартиру себе, не в дом, и расположение тех же самых окон. Ну, это один из таких частных случаев. То есть очень многие случаи определяются чисто визуально, да, таможенниками? Зачастую визуально, да. У нас бывали случаи, когда заявляются, допустим, таможенному органу, заявляются сантехнические различные там раковины, унитазы, ванны. Заявляет лицо, что оно везет в количество 5-6 единиц. Ну, трудно поверить, чтобы у нас в доме было установлено по 5-6 ванных комнат в том или ином доме. Вероятнее всего, это будет возиться для использования в каких-то коммерческих целях. При этом возникают спорные моменты, когда лицо заявляет, что это все-таки он везет домой, что пару он везет себе, пару везет брату, еще чуть-чуть сестре. Там, разные моменты, конечно, бывают, но тут уже должностное лицо таможенного органа принимает решение, исходя из частоты перемещения этого лица. То есть у нас не так много граждан, которые занимаются перевозками ежедневными там, или раз в месяц. И многие сотрудники, которые работают непосредственно на посту, они сталкиваются с этими гражданами, общаются. А с какой целью вообще было введено вот это временное положение, которое лимитирует беспошлинный провоз товаров через границу? С целью установления четких прозрачных правил, чтобы и граждане знали, какое количество тот или иной человек может привезти на таможенную территорию того или иного товара. Действовавший ранний порядок, он количественные нормы предполагал, но в отношении определенных групп, категорий товаров. И в том порядке также оставалось все на усмотрение сотрудника таможенного органа. В этом уже в новом порядке уже установлены количественные нормы, то есть и что позволит со своей стороны избежать еще и злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов. То есть каждому, чтобы выборочно не относились, там одному можно, другому нельзя. Тут уже прописаны количественные нормы, и сотрудник отвечает за то, чтобы свыше положенных норм лицо не ввезло без уплаты таможенных платежей. Большая часть, по крайней мере, в этом положении отводится на усмотрение таможенника, да? И как вы считаете, этот документ, это нововведение, оно не спровоцирует как бы такую волну злоупотребления? Ну, может, не волну, но хотя бы такие случаи злоупотребления, которые могут участиться в этой связи? На мой взгляд, это даже не то, что не спровоцирует, это приведет к минимуму, нам так должно быть, по крайней мере. Порядок, общие правила перемещения товаров физлицами действовали и ранее. Но со временем мы понимаем, что время меняется, безусловно, и вот новый порядок, он больше отвечает современным реалиям, потому что вот действовавший ранее порядок, он был составлен еще много-много лет назад, и тогда предусматривался ввоз строительных материалов для ремонта своего собственного дома, пострадавшего во время нашей войны. Ну да, действительно, тогда людям было сложнее там оплачивать какие-то таможенные платежи, и в связи с этим было принято такое решение. Было принято решение об освобождении от уплаты платежей за строительные материалы, предназначенные для ремонта жилья пострадавшего во время войны. Однако со временем мы начинаем понимать при работе прошлого постановления, установленных прошлых правил, что некоторые наши граждане злоупотребляют этим и начинают возить по видам для личного пользования товары, предназначенные для коммерческого использования. И у нас, например, в прошлом году более 1200 справок предоставленных было главами администраций различных районов. И вот что интересно, что порядка 65, а то и 70% это приходилось на Гагрский район. Тогда как более пострадавший Ачамчирский район, Творчайский район,
составляют нам не более 5%, а то и меньше. Почему отказались от вот этой практики, которая была раньше, что когда можно было легче определить на самом деле цель того, для чего товары эти куплены, да, и приобретаются. Например, дает глава администрации или, допустим, жилконтора какая-то, что вот человек строит дом, и таможня видела эти документы и реагировала соответственно. При предоставлении этой справки зачастую сотрудники того или иного жилищно-коммунального управления либо администрации того или иного района не выезжали на место произведения этой стройки и зачастую выдавались, грубо говоря, вслепую. Потом, по прошествии 2-3 лет, по этим адресам вырастают и мини-отели, и гостиницы. Это, конечно, хорошо для развития нашей республики, но должно быть предусмотрено, что товары, ввозимые для строительства этих объектов, должны ввозиться в законном русле, в законном порядке. От этого страдают многие наши предприниматели среднего звена, средний бизнес, которые ввозят эту же категорию товаров, но у них они не приобретаются, люди выезжают, приобретают в соседнем регионе, в Российской Федерации. А вы вообще с предпринимателями общались, местными предпринимателями, насколько, допустим, вот это нововведение для них полезно, насколько оно эффективно? Безусловно, мы общались и с крупным бизнесом, и со средними предпринимателями, Ассоциация предпринимателей. После введения закона, новой редакции закона об НДС, много было нареканий со стороны бизнеса, бизнес-сообщества. Была большая боязнь, что люди из-за введенного НДС в большей степени начнут ездить в Россию и ввозить товары как для личного пользования. Это принятая норма сейчас, она в принципе помогает тем же самым средним предпринимателям. Каким образом вот этот механизм? К примеру, возьмем, мы провели недавно анализ той же плитки, допустим. Плитка ввозимая по внешнеторговым контрактам, которые прошли таможенное оформление. Треть из общеввезенного количества плитки приходится для личного пользования. То есть они уходят, это не уплачиваются налоги. В свою очередь падает объем продаж у того предпринимателя, который осуществляет этот бизнес. Он не только таможенные платежи уплачивает, но и налоги внутри республики, которые они уплачивают. С падением спроса на тот или иной товар, соответственно, у них падает оборот и меньше уплачивают налоги в бюджет наш. Кондиционеры, те же самые, такая же ситуация. Есть у нас немало предпринимателей, которые осуществляют ввоз больших партий. Довольно-таки приемлемые цены у них здесь, в республике, но при этом граждане все-таки едут туда, опять-таки там цена чуть-чуть ниже, и тем самым покупают там, не покупая здесь у нашего предпринимателя. В России действительно выбор товаров, как и диапазон цен, гораздо выше. И как вы считаете, вот это нововведение не ограничит наших людей в выборе? Наоборот, наверное, бизнес должен отреагировать, и это я частный случай сказал насчет кондиционеров, но и многие другие категории товаров. На мой взгляд, бизнесмены должны проанализировать, какую категорию ввозят товары для личного пользования, и, может быть, расширить у себя предложение, ввести тот или иной, который пользуется большим спросом. Могли бы вы рассказать, какие вообще товары провозятся через границу нашу беспошлино? Сейчас какие правила действуют? Беспошлино, это в соответствии с таможенным тарифом Республики Абхазия определена категория товаров, которые ввозятся без уплаты таможенной пошлины. При этом уплачивается таможенный сбор в размере 1% от таможенной стоимости. И НДС, опять-таки, в зависимости от категории товаров. На продовольственную группу товаров, на продукты питания НДС не облагается, на медикаменты не облагается. Там большой перечень товаров, которые облагаются, которые не облагаются. По инвестпрограмме работы, строительства, много товаров наверняка переходит через границу, да? Скажите, как с этим обстоят дела? По инвестпрограмме, согласно закону об НДС,
товары, ввозимые в рамках исполнения инвестиционной программы, освобождаются от уплаты НДС, налога на добавленную стоимость. Выработан механизм правительством, согласно которому лицо, осуществляющее ввоз товаров, предоставляет таможенные органы справку подтверждения, выдаваемую в Министерстве экономики Республики Абхазия, в котором указывается дата ввоза, количество товара того или иного, который будет ввезено в рамках этой инвестпрограммы. Действует соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о режиме торговли товарами, согласно которому товары, произведенные в Российской Федерации, ввозимые в Республику Абхазия, при предоставлении сертификата о происхождении товара освобождаются от уплаты таможенной пошлины. То есть, опять-таки, возвращаясь к работам по инвестпрограмме, некоторые подрядчики наши заключают договора с крупными компаниями российскими, которые заявляют товар на экспорт, соответственно, предоставляют сертификат о происхождении товара, и такие поставки освобождаются и от уплаты таможенной пошлины при ввозе в Республику Абхазия. В Абхазии пока еще достаточно сырая нормативно-правовая база в различных сферах, которая должна регулировать различные сферы деятельности у нас в нашей стране. Нуждается ли в обновлении каких-то законов именно таможенное право в Абхазии? Да, безусловно, конечно, и таможенное законодательство, и в целом законодательство нуждается в постоянном обновлении. Как вы знаете, у нас был подписан договор с Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, которым предусмотрено унификация законодательства Республики Абхазия с законодательством ЕАЭС, Единого экономического союза. Как раз таки это постановление одно из первых, которое, можно так сказать, и в рамках этого договора тоже мы при принятии этого постановления изучали опыт и наших соседей, и России, Казахстана, Белоруссии. Сегодня у них единые правила. Мировая практика говорит, те страны, в которых применяется тот же самый налог на добавленную стоимость, отнесение категории товаров под освобождение или под действие той или иной ставки, компетенция по отнесению на правительство возлагается. В нашем же случае наш законодатель предусмотрел такую норму, чтобы именно парламент определял отнесение того или иного товара к освобождаемым от уплаты НДС, либо на те товары, которые взимаются. В правительство постановление более быстро можно принять при подаче заявления соответствующего, при развитии бизнеса. И все-таки, когда в парламент предоставляется, там нужно рассмотрение в различных чтениях, это увеличивает время для его принятия. Сами таможенники, таможенная служба, они инициируют какие-то предложения, допустим, в тот же парламент или в правительство страны? Мы инициируем, да, но мы направляем свои предложения в Кабинет министров, который дальше уже принимает решение о необходимости направления его в парламент. У нас нет права законодательной инициативы. Можно узнать, какие предложения вы вносили, можно сказать, в последнее время? Их не так уж и мало, в принципе. Вносились предложения по изменению норм нашего кодекса по штрафам, предусмотренных таможенным кодексом Республики Абхазия. Наш таможенный кодекс был принят в 2001 году, и он был сформирован на основе таможенного кодекса Российской Федерации, действовавшего с 1993 года. То есть в той же Российской Федерации с тех пор уже 5 таможенных кодексов, если не ошибаюсь, уже изменилось. У нас он один до сих пор, и внесение изменений в него, и то требует долгого согласования, и пока это согласование идет, уже иной раз ситуация меняется, и как-то, на мой взгляд, должны мы более активно и законодатели, и исполнительная власть работать в этом направлении, в изменении законодательства. Там написано, что это временный порядок, и сроки как-то не ограничиваются. Во что это дальше может вылиться? То есть это будет какой-то постоянный документ, или же это будет отменено, или полностью изменено? Вы заметили, что в названии самом написано, что это временный порядок.
Это нормы, которые рано или поздно государство должно было все-таки принять и обозначить для тех же граждан, какое количество товаров они могут ввести для личного пользования. С 1 мая он введен. Первые нарекания появляются. Мы, безусловно, хотим отследить на протяжении месяца, может быть, 2. После этого представить свои предложения в Кабинет министров об изменении каких-либо норм внутри этого постановления. Но никак не об отмене этого постановления. Оно должно быть. Мы уже столкнувшись с теми или иными ситуациями, абсурдными иной раз, потому что на самом деле мы говорим о определенной категории граждан, которые, пользуясь тем самым, занимаются коммерческой деятельностью, но есть граждане, которые реально для своих нужд приобретают тот или иной товар, и он зачастую в части превышения весовой категории, то есть весовая категория определена на уровне 50 килограммов. Вот человек, строящий свой дом, арматура нужна, блоки нужны. В весовом контексте это все будет превышать норму в 50 килограмм в любом случае. Возит мебель в одном, спальню в одном экземпляре, там и кровать, и комод, шкаф, в сумме превышающий 150 тысяч, зачастую так и бывает. Мы это рассматриваем как один комплект мебели. Мы в отношении этого комплекта не применяем норму стоимостную, то есть 150 тысяч. Он также ввозит этот товар для личного пользования, без уплаты таможенных платежей. Вместе с тем он может привезти еще и телевизор, холодильник, тоже для личного пользования, и в одной машине, допустим, и также он не будет оплачивать таможенные платежи. Но если он ввозит, допустим, раковин в количестве 25 штук, само собой, сотрудник должностного лица таможенного органа предложит ему оформить это как коммерческую поставку, чтобы он уплатил соответствующие таможенные платежи. Предполагается строительство всяких помещений и специально для нужд таможни. Вот я видела эту яму, там она достаточно, мне кажется, нормальная. Не знаю, как она размерами соответствует потребностям. Нормально. Да. Вот с тех пор, как мы начали применять процедуру доставки, чуть полегче стало. Но опять-таки, когда у нас начинается цитрусовый сезон, вы, наверное, бывали, эта вся так называемая грузовая яма, вся забита машинами, которые экспортируют мандарины. И в случае, когда приезжает импорт, и там такое столпотворение, и зачастую тяжело проводить досмотр непосредственно там, на таможенном посту. Касательно продукции сельского хозяйства, какие товары у нас можно провозить беспошлино? У нас в соответствии, опять-таки, с таможенным тарифом Республики Абхазия экспортные пошлины установлены на небольшое количество товаров. Касаемо сельхозпродукции, экспортная пошлина установлена на орехи только. На все иные товары сельхозназначения пошлины нету. Уплачивается таможенный сбор в размере 1% от таможенной стоимости. Очень приятно и хорошо, что у нас развивается и сельское хозяйство, и более широкий ассортимент представлен продуктов, выращиваемых непосредственно у нас в Абхазии. В частности, клубника. У нас недавно была первая поставка экспортная, и редиса тоже радует этот момент. Касаемо вывоза, я уже тут говорил, пошлины не уплачиваются, беспошлинный вывоз, уплачивается 1% от таможенной стоимости, это таможенный сбор. Зачастую, с чем сталкиваются наши экспортеры, это с ввозом в Российскую Федерацию. Там нормы уже, опять-таки, пошлина не уплачивается при предоставлении сертификата о происхождении товара, выдаваемого Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия, но уплачивается тот же самый НДС. НДС составляет порядка на некоторые товары 18%, на некоторые 10%. У нас в последнее время часто осуществляется ввоз домов, сборно-разборной конструкции. Дома деревянные, в основном деревянные. В отношении этих грузов также не взимается таможенная пошлина, но записываются данные и в программу нашу. То есть, если лицо везло один раз такой дом, он без оплаты платежей возит его, предоставляет
план-схему дома в таможенный орган в месте ввоза. Но если он вторично обратится с такой же просьбой, то это будет уже рассмотрено как коммерческая возможная коммерческая деятельность. Но там срок полгода. Платежи он платить не будет, но более пристальное внимание будет к нему уделено в части того, что мы все-таки на границе сотрудник не может определить, это используется для коммерческих целей или не используется. Есть у нас оперативные службы, которым будет передана эта информация, и они уже выйдут на место регистрации данного человека и посмотрят, это используется в одном месте и представляет коммерческий объект, нежели это на самом деле там, в виде дачи где-то расположено. Скажите, кому не понравится этот временный порядок? Поначалу, конечно, может быть, он и вызывает недовольство и тех, которые для личного пользования реально везут. Но опять-таки, я повторюсь, мы эти нормы в ближайшее время нами будет составлен анализ этого документа и будет направлено предложение. А вот не понравится, это будет именно тем, которые под видом для личного пользования осуществляли ввоз товаров для коммерческого использования. Спасибо вам. Спасибо за интересное интервью. Всего доброго, удачи. До свидания. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Ушанги Квициня, с которым мы обсудили основные правила таможенных ограничений при перевозке товаров через границу. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире.